Всем привет! Меня зовут Мария Осипова, и вы на моем канале. Здесь много инсайтов, разных приключений и настоящих эмоций. В этом видео хочу рассказать про нашу зимовку в Таиланде, как это получилось, в целом, что мы делали, чем занимались и как сюда приехали. Эта идея родилась еще в 2013 году в городе Красноярск. Рассказывала об этом в видео с отдыха, где мы с мужем отдыхали в Таиланде в феврале месяце. И тогда мы еще даже не знали, что приедем сюда уже с детьми. Поэтому видео на канале можете посмотреть. После отпуска мы вернулись с мужем в Якутск, чтобы забрать детей. У нас был билет 9 числа, и дети тоже должны были прилететь 9 числа. Из-за нелетной погоды рейс отменили 5 раз, и в итоге они прилетели на 6 дней позже, чем должны были прилететь. Мы переносили рейс, у нас уже были билеты в Москву, 9-го они должны были прилететь, и 11-го мы должны были улететь. Но так как они не смогли прилететь, мы покупали билеты в Москву 2 раза и вернули их, наверное, уже 3 раза получается. И после того, как вернули в 3-й раз, мы подумали, что это какой-то знак. И я посмотрела билеты в другую сторону, и они оказались почти такими же, как до Москвы, поэтому мы, не раздумывая, перегляделись с мужем и купили билеты через Красноярск. Мы купили билеты с Красноярска до Бангкока, и они вышли где-то на меня и на 4 детей, вышли около 100, даже, по-моему, чуть меньше 110 тысяч. Билеты были на 20, по-моему, число февраля, и у нас был запас долететь до Красноярска. Привет, Тюна. Да? Ada zai babarka. Да, я нагли. Все это вот ладно. Кира сразу быстро Молодец. Кими бу. Автобусқа киттік тарчын. Аске қайтараман кәлдегі. Арчин, қантан келдің? Чупу-чупусылан келдің да? Әбәлі қағаттан келдің да? Арчин. Вай берді да? Самолеттан келдің да? Автобуғынан айнатын да оны? Автобуғынан да? Елі қаға келдің да? Iyakanda baru jebitin dah? Makannya boleh. Jebitin dah? Самолет так. Kanda baru isi samolot. Acil, elbak samolot pada? Elbet самолет wah. Iya nakandang dah? Yang akan. Ada dapat. Jun. Mami. Ada. Samolot kalau rawatnya, kimi khabaran rawatnya? Kimi khabaran rawatnya? Acung ada? Acung. Mana? Amelia ada? Amelia kabar. 3 дня мы провели с родственниками Никиты. У Никиты там родные братья живут, двоюродный брат с семьей. В общем, очень тепло нас встретили. Мы ходили в гости к Маргарите Борисовне, ездили на дачу к Давиду и Тане. В общем, очень классно провели время. И, кстати, я про Красноярск хотела рассказать, почему Красноярск, да? Вот, то, что родные живут, уже упомянула. И в целом Красноярск — это город нашего студенчества, где мы познакомились с мужем, где мы создали семью, родили ребенка. В общем, это такой город, такой значимый для нас, и нам было очень приятно вернуться в город студенчества.
провести там классные теплые дни с родными. Я еще увиделась с подружкой. В общем, очень насыщенно прошли наши 3 дня в Красноярске. Это дворка хохтар. Хайдах кандай Арчын? Привет! Привет! Мы в Красноярске! Кто узнает планету? Стоит. Наверное, нет ни одного студента, кто учился в Красноярске и не был в планете, да? Да, Никита? А, мы же еще когда-то там жили. На Батурина снимали. С Арчином. Арчин! Кстати, тогда еще исполнился 1 год нашему младшему, и Таня с Давидом очень мило поздравили с тортиком, с песенками, и потом мы поехали на дачу, жарили шашлыки. В общем, классно провели время. Дуйтера? Худи! Дюна! Фу! Акцент калянг mana Не помогай, директор, вести не разберемся. Раз, два, Тера худи! 3. Дюна? Никита, Привет. привет. Давид. Классная дача, Давид. Арчин! Привет! Мы принесли это или это не наше? Эрчим там вот снег убирает. Это наше. Энергию надо куда деть. Кстати, я ему... Мама. Ок! Приехали на дачу к родным. Так классно, свежий воздух, снежок идет. Погода очень теплая. И в целом вообще очень спокойно и тихо тут. Смотрим на камеру. Просто автоматически улыбался. Прикольно. Так, ребят, ну короче здесь еще чуть-чуть поднимаем. И уже, я думаю, доски принесем. Давай я тогда. Заходим. Сейчас. Иглу. Амелия, давай. Миля, иди к нам. Все, все заходим, заходим. Максимально, сколько кто влезет, сколько влезет. Теремок, теремок. Кто в теремочке живет? Все, вот так и будем сейчас часть. Ау. А, тоқтенеп? Двери закрываются, дверь нужна, говорит. На дверь меня уже не хватит. Дверь закрывается. Он прям целует. Мы все подружили. Да вы чего? Вот это снято. Смотри, как она обнимает и целует.
Идем в гости. Я заху говорю. Арчин, привет. Никита. Күн бар бит, аха. Күн бар. Жылыр такой радостный. О! Кетті. Последний раз здесь снимали, они были как картинно. Как картины же были. В колготках ходили, а сейчас вон такие мужички. Бравые ребята. Там маленький еще зачесался. В каком количестве ты теперь? Ну. Гол! Ну прямо. Арчен, давай, Давай. Как у вас там делают? Так? Нет, не так? Видела. Мотивирует его горло. Аларар біле. Джуна, батты? Қанна барды бұд? Әмі әті де білбәт, Джуна, қанна барарын. Арчен, Арчен, қанна барды бұды? Масынаннан барды бұды? Кем масыетнан бара бұды? Дядя Давид Дядя масыетнан. Давид. На 90% упаковались. Сейчас чуть-чуть осталось. Еще Красноярск примечателен тем, что вот 10 лет назад как раз я защищала перед мужем спич в Красноярске. Он устроился на вахтовым методом и уезжал как раз из Красноярска на Чукотку. В общем, мы думали, что будет с нами. Думали остаться нам в Красноярске, либо поехать ко мне на родину. И еще я защищала спич перед мужем, что я хочу поехать в Таиланд. В Таиланд с ребенком, и он туда будет приезжать типа на визжвахту. В общем, я была очень настроена серьезно. Никита тогда вообще подумал, вообще какая-то сумасшедшая женщина. Покрутил, короче, у виска и сказал, короче, поедешь к маме, к папе на родину. И тогда мы с Арчимом поехали ко мне на родину. И где-то, сколько мы там пожили? Месяца 3, наверное, потом переехали в Якутск. И спустя 10 лет было очень примечательно, что именно из Красноярска мы поехали на зимовку уже не только с Арчимом, а уже с 4 детьми. Муж, кстати, поехал в Москву решать дела, и потом приехал чуть позже, 2 неделями позже, поэтому я с детьми полетела одна из Красноярска. Мы прошли досмотр. Аэропорт Красноярска очень классный, просторный, светлый, персонал очень доброжелательный. По сравнению с Иркутском, конечно, вообще классно. Очень много света, воздуха. Тут на досмотре спрашивали, это все ваши дети? Пришлось признаться, что все мои. Витарчин. Ждем посадку. Мы отправили все теплые вещи Никита. Никита поедет в Москву, потом оттуда уже прилетит к нам. Мы уже несколько раз успели поменяться местами. Джулур уснул второй сон.
Арчин тоже хочет спать, но кажется, сейчас будут нас кормить. Остался 1 час полета. В целом нормально. Хай, ребятушки, хай даққатай. Қандай кәллебет, Арчин? Самолетның кәллебет, маңпақа кәллебет. Джуна, сандар. Чик-чик-чик. Масциналар баллар. Хамай бите хек тағысты бұтыныр кәлбі хәкәйді ақбет. Папа тахо қарахана бит. Ди? Қараханда папа тахо. Джуна нахал бақта қахытата самолетта. Аннукта? Келли битті. Келли битті. Ой, дегенсі. Классно, да? А так как стол. Прикольно. Кондиционер. Надо включить кондиционер. Ой, какой устах. Чигайда, Арчин? Чигайда? Арчин? Арчиным? Тёт мотоцикл ахтың, да? Ничего, бай болду, хривим болду, де? Чики-чики-чики. Начи. Ердігит. Всем привет! Сегодня, 21 февраля, у нас начался новый этап жизни. Видимо, это тоже судьба, что мы приехали сюда всей семьей теперь. Как пока без папы. Папа приедет через недельку или 2. Я прилетела вчера с детьми, с 4 детьми с Красноярска. Мы летели 7 часов. Это было то еще испытание. В целом прошел полет хорошо. И сейчас я иду искать банкомат, чтобы снять деньги. Причем у меня карты нет. Я буду снимать как-то через QR-код. Айта мне в этом поможет. Отправила мне инструкцию, и я теперь ищу банкомат. Вот. Там видно море. Дойдым жанавар болын. Манда калемин часулигар качы устан картата да вахаджамын карта хул. Качы хулым. Блин. Алар барбаравын. На первую неделю выбрала детям, которые провели больше месяца в минус 45 градусах на севере. Хонда с огромным количеством бассейнов, горок. И там мы провели первую неделю. И они были очень-очень рады. В день по несколько раз даже ходили, купались.
Ага, кит. Тумны, да? Дюна, буль-буль. Сам ти кидай. Привіт. Привет. Я ще підгортують. Жаль. Сандара. Мы ничего не сняли. Потому что не было времени. По нашему виду понятно, почему мы не снимали. Мы с Айсеной встречались каждую неделю, планировали, заряжались, и Айсена контролировала все мои процессы. В общем, я очень много всего сделала за эти 3 месяца. То, чего не делала со своим блогом, наверное, все это время. Монетизировала свой блог, монетизировала свой YouTube-канал. Жизнь мечты. Сидеть и работать у моря. Сейчас пообедаем, потом еще созвон по менторству. Могу сказать только, что это будут артефакты. Вот. А Маша выиграла как новичок. На ютубе видео выходит только за счет того, что я нахожу рекламодателей и плачу своему монтажеру. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, комментарии. Это очень-очень ценно для меня. И когда есть обратная связь, то хочется больше контента делать и в целом вкладывать свою энергию, время, деньги тоже. Если раньше я думала, что, вообще не сильно воспринимала инфобизнес как бизнес, за все это время, что была в Тае, я поняла, сколько работы над этим стоит. Я вообще прям все процессы прошла, наверное, от отрицания, гнева, торга, в общем, до принятия. И я очень ценю, что пришла сюда именно с ментором. И когда есть человек, который прошел этот путь, уже не страшно. И как будто бы дорожка протоптана, и перенимаешь опыт. В общем, поэтому очень благодарю Айсену за твой вклад. Дальше буду продолжать так же. Макс Тинкер, Северный Ревен. Ютубка консультация лавын. Привет! Машаға итағайден продакшн коллективін біріктебен. Бақарабын стихилері. Мақтау! Начай! Тоққа ұрттырағын бастық ойшырады. Қанда бары сәрі концерт. Телефон ба? Көрді, телефон көрді. Начай! Ой, только ну. А? Только на вот так. Доктор, арай!
смотрите. Хочется сказать, что ущипните меня. Арчин захотел на прогулку, мы вышли на прогулку, и он сразу же уснул. Дневной сон он не уснул, поэтому захотел на улицу выйти. Так, в общем, вот стоит конва, где мы остановились, и сейчас мы идем в сторону пляжа. Будем прогуливаться по побережью. И как раз покажу путь до пляжа, до моря. Давай. Отличная тайская улица. Ну, она еще такая более-менее спокойная. И в целом здесь очень много русской речи. И такое впечатление, что ты не в Таиланде, а в России. Вот такие вот эти ездят байки-магазины. И вон там вдалеке видно закат красивый. Как раз через полчаса солнце сядет, будет очень красиво. Машины, кстати, в основном вот такие вот, как называется, пикапы. Ну вот чаще всего вот в этих же домах они, говорят, живут, и снизу у них вот сразу массажные салоны, кафе. Вот ездят тук-туки, они стоят 10 бат. Я сегодня ехала с магазина на нем, и потом пешком шла оттуда. Ну, как-то далековато. А байки стоят, ну, когда как, что-то я не поняла, как они тарифицируются. Иногда типа 30 бат стоит, иногда 50. И мне... ой, какой закат красивый. Я просто была с пакетами после магазина, поэтому мне удобнее было на тук-туке добраться, чем на байке. А машины, кстати, чуть-чуть дороже, чем байки стоят. Иногда даже тоже дешевле от расстояния. Просто был час пик, и машин не было. Ой, какой закат красивый. Пляж Жамтена. Сандара говорит, что когда папа приедет, мы поедем на остров, да. Мы обязательно на Саммит съездим, там вообще очень шикарная водичка, классные пляжи, вообще люди, и сам вайб от острова вообще классный, место силы. Вот. И пока мы шли, пока мы шли, мы придумали себе задание, потому что мы вышли бесцельно, и чтобы у нас не было такого, что мы просто погуляли. Блин, опять моя отличница подключилась. В общем, мы решили поискать распечатку, чтобы распечатать бланки для домашних заданий Арчима. Вот, сейчас посмотрим на карте, где есть ближайшая распечатка, и распечатаем бланки. Да? Здесь собирают лежаки, их утром, каждое утро раскладывают, ставят зонтики, такие вот столики, и как только солнце садится, все собирают. Собирают, оставляют здесь же на месте, завязывают веревочкой. Мы возвращаемся обратно. В общем, распечатку мы так и не нашли, они оказались очень далеко от нас, поэтому мы купили пиццу и идем домой. Пока Сандара играла на песке, я продала место на наставничество. И, в общем, я очень рада. Чуть-чуть поработала и возвращаюсь домой. Вот. Купили кокос. Кстати, про пиццу. Да, Сандара? Что ты говоришь? Когда ты захотела пиццу? Сегодня утром?
Или днем? Сегодня утром мы с мамой пошли брать памперс, потом, Когда ты вернулась, да? да, тогда я вернулась, там уже был запах такой пиццы. Ага. И я захотела такую же. Пиццу, да? Да. Сейчас И такой- мы когда гуляли, мы же не собирались пиццу покупать, да, и случайно так вышло, что твое желание сбылось так быстро, да? Да. Классно. Мы провели утро в такой чудесной компании. Айсена, Женя. Это для влога. И, по идее, Айсена должна была идти после нашей встречи на встречу с Максом. А мы за компанию идем с ней. Идем в русскую кафешку в Санкт-Петербурге. Там вкусный квас, классные пирожки и книги. Прикол. У меня же эта дочка как раз спрашивала: мама, интересно, здесь есть квас с тебе? Надо будет ее привезти сюда. Жара. Сейчас для кваса как раз вообще. Макс, kalian lihat terus. Keren terus keren. Ты нас не ждала, мы приперлись с ней. Прошли сюда. Привет. Сейчас подведу Кобану, где-то она olur Hece. Olmadı. Olmadı. Hece'de. Şunun klütürü. Juni. Мы приехали в госпиталь. У малыша подозрение на отит. Чуть-чуть температурит и капризничает в общем. И обнаружили запах из уха, поэтому приехали провериться. Бельтешки, бельтешки. Мячик идёкысы. Biz жағалары қаннавари жебет. Разочки, пожалуйста. Привет. Mana artık? Hangi? Olan penerjaan kalute. Hangi? Abi hangi? Джунишка. Готовы? Сюку. Привет. Жуна. Кистан клиника каллыбыт. Экис прием хурубуттара. Астыкка мана чабайтып барандар эмбер биттара. Он эмден хаджабыт, он наберет калилле. Это было в субботу, да? На другом стороне каллыбыт. Страховка вот там Риана и тут на всякий случай. Каймалар были, сказали. Кирер dediler. Экис приемами кирер. Очень нужные слова. Наушник Сир. Кем Сири наушник? Мы сходили на второй прием. Нам дали опять лекарства. И пригласили 11-го. Еще через... Получается, когда это... В общем, в конце недели пригласили на третий прием.
очень такие внимательные. Пытались отсосать жидкость из легких, но не смогли, потому что там очень густо, они сказали. И, в общем, отправили домой дышать небулайзером, назначили антибиотики, но я посмотрю по состоянию, как не хочется давать антибиотики. Мы ездили на 2 приема, Джулуру поставили бронхит, и персонал прям очень-очень доброжелательный, прям из-за того, что еще Джулур такой пухлый, прям все были в восторге от него, и он ходил туда как будто не на прием, а развлекать, наоборот, всех работников. В общем, нам назначили лекарства, но они не так сильно помогли. Нам назначили антибиотики, но я не даю детям антибиотиков. Единственное, что помогло, знаете что? Это тайские препараты, тайский ингалятор. Я увидела в Инстаграме у Тайшоп, что есть такой ингалятор. В общем, там же все написано на тайском, поэтому ты не сильно разбираешься. И из-за того, что вот я подписана на Инстаграм Тайшопа, я узнала, что есть такое средство тайское, ингалятор. Но как получается, мажешь масло и с травами. И когда я намазала Джулура, вот здесь вот намазала, и вся мокрота, которая не выходила с лекарствами, да, с отхаркивающими, и из-за этого масла прям очень много от мокроты вышло, и это единственное средство, которое помогло. Поэтому очень рекомендую Тайшоп. В Якутске есть магазин, очень классный. Подписывайтесь на их Инстаграм, там очень подробно показывают, рассказывают про средства. И я, кстати, купила себе шампунь с дядечкой. И знаете, что у нас же билеты без багажа, только ручная кладь. И вчера ночью, в час ночи, я переливала этот шампунь в маленькие отельные бутылечки. 3 бутылечка с шампунем и 3 бутылечка с кондиционером получилось. Вот такая любовь к тайской косметике. Поэтому, если тоже интересуетесь, обязательно сходите в Тайшоп, подпишитесь. И рекомендую все тайские средства. Я в ту поездку родителям покупала средства для массажа, как они называются? Мази, в общем, для суставов. И они очень хвалили. В этот раз тоже им всем купили. Это видео выходит при поддержке магазина Тайшоп. Поэтому очень благодарю вас, девочки. Спасибо, Алена. Затем через неделю мы переехали в другое кондо. С этим кондо у нас связана отдельная история. Мы тоже во время отдыха, когда мы прилетали с мужем, я ходила на фотосессию к Нине Дьяконовой, и она нам провела там экскурсию. И пока она проводила экскурсию, мы прям влюбились в это кондо и прям так захотели там пожить немножко. И когда мы закончили фотосессию, вышли на берег, я всегда говорю, что вот когда чувствуешь телом, быстрее притягиваешь. И реально вот в тот день, когда была фотосессия, я прям чувствовала, что это сбудется очень быстро. И на следующий же день, прикиньте, на следующий же день после фотосессии Аленка нам скинула объявление о том, что там сдается дюплекс. Но он стоил, по-моему, 40 000 бат. Это, кстати, считается недорого, больше 100 квадратов, если не ошибаюсь. В общем, очень шикарный дюплекс был, но мы не решились, так как у нас еще в Москве стоит аренда, и выходило, в общем, накладно. И когда приехал муж, Айка со своей семьей уехала и оставила нам свою однушку. Она как евродвушка, получается, одна спальня и как гостиная, да. Мы все это время жили в их апартаментах, около 50, по-моему, квадратов. Дети спали на полу на матрасе. В общем, было интересно. А само кондо очень классное, прям стильное, красивое. Есть 3 бассейна, свой выход к морю, охранники, ресепшн. В общем, все работники очень доброжелательные, дружелюбные. И есть свой спортзал, куда я ходила пару раз всего лишь. Никита ходил чаще, кстати. Есть коворкинг-зона. Я как раз там каждый день работала.
Всем привет! Сегодня у нас будет выпускной онлайн, и мы пришли встретиться с Айсеной вот с таким видом. Будем с девочками онлайн созваниваться. Девочки в Якутске встретились в Мацуре, и жду Айсену, в общем. Привет! Это тебе? Мне? Да, потому что ты выиграла. Что по баллам? По баллам ты выиграла на наставничестве. Да? Честно, что ли? Так, это видео сейчас. Это мой букет, это твой букет, а это девочки. Привет! Пришли на фотосессию. Ичигейда? Ичигейдарчы? Сандара. Каких-то лет уже должны быть права, чтобы есть самому. То? Обычно их ели по агаларайн, агатырды. Джулура уже отбирают права, чтобы съесть самому. Да? Бейтахнам багарат, да? Отбирают. Халата? Тох куаганнык агы. Тор. После этого весь под столом срач. Болар, да? Классочки нас. Чудали басаба. Ну, вообще так классно по запросу. Круто. Спасибо. Классно. Мы пользуемся пасмурной погодой и гуляем, но все равно очень-очень жарко. Омугланere Рарчын. Ага, üç traktör var. And after 5 minutes, you'll be English. So for English, just wait for 5 minutes. And for Chinese, this way. Ой. Еще один проект рядом с Бангкоком называется «Древний город». Он называется «Древний город» провинции Самут-Пракам. Тоже основатель и архитектор.
колонны как сделаны. Балкон украшен вазой. Посмотрите, эта ваза называется «Бурак от начала». Со множеством цветочков, веточек, листочков. Символизирует красоту, величие, творчество. Творческий подход. Вы хотите сказать, что? Либо ведется стройка, полевой стройки. Мы заслужим себе знак по отношению уважения 4 стихий. Вы знаете, на планете существуют стихии, классические элементы. Твердый находит твердый элемент себя. Оказывается, животным миром, деньгами, безденежья, все зависимо от руны. Вот эти скульптуры, которые видите, мужчина и женщина, символизируют традиции, которые нам принадлежат жизни. И эта скульптура символизирует солнце, день ночи, а также тех людей, кто родился в воскресенье. Kalian itu deh. Coba aja dulu sampai ini cukup. Реально матча туда. Мы не видели матча им короче. Да. Планируем в следующий раз вернуться в дюплекс. Да, хорошо, что у нас сейчас уже есть контакты, и можно уже заранее забронировать, запланировать. Вот. Многих интересует вопрос обучения. Наши дети учатся онлайн. Старший сын учится с 2019 года. Это уже сколько, 4 года он учится онлайн. Школа называется «Интернет-урок». Дочка с прошлого года учится онлайн. Поэтому, скорее всего, из-за того, что мы не были прикреплены как-то физически к какому-то месту, нам было легко принять это решение и купить билеты не туда, да? Свернуть с места назначения. Аренда кондо вот как раз однокомнатной
одна спальня. Ну, получается, здесь они называются один бедрум, два бедрум, да, получается, спальнями считаются. Снимали один бедрум, и стоило это 23 тысячи бат. Есть еще дешевле варианты, но эта кондо находится прямо на берегу моря, поэтому такая цена, видимо, да. И это еще считается дешевле, потому что чуть позже, кто заключал контракт, наши друзья, с которыми мы познакомились, они снимали уже за 30, по-моему. А Айта, получается, с семьей приехали еще в ноябре, и поэтому сняли по более приемлемым ценам. Вот. Кроме этого мы платили там электричество, воду и интернет. Интернет стоил 500 бат, вода тоже выходила около 500 бат в месяц, и электричество за 2 последних месяца полных, март и апрель полных, да, мы заплатили 7 тысяч бат. Это умножаем на 2,5, в общем, много. Все из-за того, что наступил очень жаркий период, и кондиционер был включен почти круглосуточно, поэтому такие счета за электричество. Вот. В плане еды... да, кстати, мы еще готовили много еды дома, потому что малыши, ну, не сказать, что привередливые, но все равно утром кашку приготовить, днем супчик, в общем, из-за этого много накапало. Муж все время готовил домашнюю еду, и поэтому было вкусно, сытно. И если бы, например, мы ели вне, то вышло бы еще дороже, наверное, по еде, да. Еду мы покупали оптом в Макро, в Лотусе. Макро только, последние разы только приноровились выбирать продукты нормально, чтобы выходило не так накладно. И последний раз, когда я ходила, я реально вот так вот протирала глаза и думала, это что, реальные цены? Что мы поняли из этой зимовки? Какие выводы сделали? В общем, попробовали мечту на вкус, так сказать, очень классно. Но если бы приехали спланированно, было бы еще лучше, наверное. Больше мест бы посетили. И когда мы купили билеты прям за неделю, получается, до отлета, сработал такой инстинкт, можно сказать, обратного билета. Захотелось каждый день побыть везде прям. Дети с папой съездили на овечью ферму, хотели еще в зоопарк съездить, который дальний, Каукё называется, по-моему, да. И, в общем, не успели, но последние дни мы были на Самете, детям очень понравилось, купались с утра до вечера, очень чистый пляж, песочек, как белая мука, в общем, очень-очень классное место, реально. Я думала, что тоже буду работать прям с утра до вечера, просто они будут пропадать на пляже, но Самет не дал мне поработать нормально, я включалась только на звонки запланированные, а самой поработать не удалось. Хотела там сесть и написать по книге. В общем, очень много хотела, но получилось только на звонки подключиться.
individual lifting. Hello. Так мы провели последние дни, и дети очень довольны, они очень-очень выросли за эти 3 месяца, ну как, не полных 3 месяца, да, 2,5 месяца. 78 дней мы были ровно с детьми. Сегодня, кстати, я заплатила оверстей за 3 дня, вышло 1500 бат, 500 бат за день. Детям до 15 лет штраф не выдают, у них получается оверстей больше 40 дней получается. Да, я ездила 1 раз на Бордеран. Бордеран стоил 2600 тысяч бат. И в общей сложности мы пробыли здесь 78 дней. Вот. Изначально мы планировали тоже, планировали где-то 90 дней, получается 3 месяца, но в апреле сменили условия для пересечения границы, поэтому вышло постановление, что с 1 апреля выдают только на 30 дней. Проводин латы вот Оля. Hankalabi perseutian. Han sayıgdı. Kalahutna da. Zimoftalı kadar. Bilbedi. Hadi холод порёх. Мне очень понравилось. В общем, я здесь сделала очень много всего. И реально Таиланд для меня стал каким-то местом перемен, можно сказать. 10 лет назад мечтала, и просто как-то случайно само собой сбылось. Еще главный вывод, какой мы поняли, что мы классная команда. Все 3 года, которые мы жили в Москве, работал муж, а я следила за детьми. И здесь, когда мы были здесь, получается, почти 3 месяца, да, 3 месяца работала я, а с детьми сидел муж. И мы классная команда, когда поддерживаем друг друга во всех своих начинаниях. Дети тоже очень поддерживают, помогают. Я очень рада, что мы прошли такой этап, и сейчас с новыми силами возвращаемся домой. Летом мы поедем в деревню к моему мужу. На все лето планируем, посмотрим, что из этого выйдет. Тоже сниму влог обязательно. Сейчас с новыми силами будем постепенно входить в режим и уже продолжать все, что начали. Будьте на связи. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И до новых встреч!